В эфире информационный выпуск Хамши Кшара. Здравствуйте. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание по ситуации на абхазо-российской границе с участием секретаря Совета безопасности Мухаммеда Килба, председателя службы государственной безопасности Зураба Маргания, начальника пограничного отряда СГБ, зампредседателя СГБ Нодара Чачхиани. Ситуация на границе остается достаточно сложной, отметил президент, открывая совещание. Ирина Аршба продолжит тему. Начало курортного сезона в Абхазии в этом году не особо радовало. То ли абхазские курорты стали менее привлекательны для российского туриста на фоне доступности курортов Крыма и Турции, или же россиянам было не до отдыха, пока проходил чемпионат мира по футболу. Так или иначе, после окончания мирового первенства количество отдыхающих, въезжающих в нашу страну увеличилось в разы. Несмотря на то, что на границе привыкли к скоплению народа и стараются не допускать образования больших очередей, все же в последнее время наблюдается увеличение потока автотранспорта, въезжающего в Абхазию. Намного больше стало и туристов, пересекающих пешеходную границу. Обычно по утрам очень много машин собирается, скопление возможно в направлении Абхазии, потому что из России очень много туристов едут в Абхазию с утра, так как однодневных экскурсий много. Бывают задержки, в основном они, наверное, людей используют в этом направлении. Потом отсюда, когда выезд из Абхазии, начинается скопление, связываемся, также пропуск работает, пункт пропуска работает в общем режиме нормально. Ситуации на абхазо-российской границе было посвящено совещание, которое провел президент Рауль Хаджимба с участием секретаря Совета безопасности Мухаммеда Килба, председателя СГБ Зураба Маргания и начальника погрануправления службы госбезопасности Абхазии Нодара Чачхиани. Ситуация на границе остается достаточно сложной. При всем том, что есть определенные работы, выстроенные соответствующие взаимоотношения. Я отдавал соответствующее распоряжение и Совету безопасности, и вам. Какие нужны действия для того, чтобы создать соответствующие возможности улучшения качества работ как с нашей стороны, так и с российской стороны. Для того, чтобы на российской стороне эта ситуация изменилась, нужно говорить с представителями тех структур, вышестоящими руководителями, которые представлены на границе. Действительно, существует проблема задержки перехода границы со стороны России. Бывали случаи, когда туристам приходилось стоять в очереди более 5 часов, доложил президенту секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба. На данный момент с руководством Главного пограничного управления ФСБ России идут переговоры по решению вопроса перехода границы в пик курортного сезона. Я связывался с руководством Совета безопасности Российской Федерации. На основании той справки, которая была предоставлена нашей пограничной службой, я обратился письменно к Рашиду Гумаровичу, который, в свою очередь, буквально в этот же день, они также письменно обратились к руководству Главного пограничного управления ФСБ Российской Федерации. Я надеюсь на это, что наши коллеги из Российской Федерации, в частности и Главного управления пограничного управления ФСБ России, аппарата Совета безопасности и с помощью наших коллег СГБ Республики Абхазии и пограничного отдела мы сумеем это урегулировать в считанные дни. Председатель службы государственной безопасности Абхазии Зураб Маргания доложил президенту о ситуации на государственной границе на сегодняшний день. В июне месяце все же по сравнению с прошлым годом у нас отставание более 150 тысяч человек. И после чемпионата мира это просто было видно наглядно. Сразу резко пошли люди. И вот буквально неделю огромное количество людей. Добавлено количество пограничников на российской стороне. И проблема постепенно снимается. Завтра у нас уже пятница. Вы мне вечером докладываете о той ситуации, которая складывалась на эти дни, сегодня и завтра. Есть. И мы дополнительно, если необходимость такая возникнет, будем говорить опять с представителями российской стороны.
За июнь месяц абхазо-российскую границу пересекли 435 тысяч человек, более 70 тысяч легковых автомобилей и 3600 автобусов. Показатели за июль месяц обещают быть намного выше. По предварительным данным, сейчас границу пересекают более 40 тысяч человек в сутки. И несмотря на жаркую погоду и очереди на границе, туристы заезжают в нашу страну с хорошим настроением. Как границу прошли на российской стороне? Слегка с пробками, с задержками, да. Много отдыхающих. Проверяют детей долго. Отлично. Отлично, нормально все. Долго стояли? Да нет, так вот, минут 10-15. 15, да, нормально. Да, все хорошо. Сколько минут стояли? Минут 15, 10-15. Быстро мы прошли, за 20-25 минут мы проехали. И все точки открыты, все пункты открыты. Ну, быстро пропускают. 2 месяца жаркого лета позади, но август еще может порадовать, и курортный сезон 2018-го не станет хуже прошлогоднего. Главное сделать все возможное, чтобы отдыхающие в нашей стране туристы увезли отсюда самые позитивные впечатления. Ирина Аршуба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с членами Политсовета Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». Об этом сообщает пресс-служба ФНА. Как отмечается в сообщении, глава государства проинформировал членов Политсовета о ситуации в стране. Дал оценку тенденциям, наметившимся в социально-экономической и правоохранительной сферах, в других приоритетных направлениях внутренней и внешней политики. В частности, как заявил Рауль Хаджимба, было и остается приоритетным направлением развития государства укрепление связи с зарубежными соотечественниками. Мы не приемлем предвзятого, порой оскорбительного отношения к нашей ближневосточной диаспоре. Ее многочисленная часть внесла весомый вклад в отстаивание наших национальных интересов и имеет, согласно действующему законодательству, равные права со всеми гражданами Абхазии, представителями всего абхазо-абазинского единого этноса, подчеркнул президент. Государство не допустит какой-либо дискриминации репатриантов, всячески будет способствовать их внедрению в жизнедеятельность республики, заверил Рауль Хаджимба. Те, кто из своих корыстных политических побуждений пытаются вбить клин между нашими соотечественниками и их исторической родиной, ведут антинародную, откровенно деструктивную политику. Гиви Хонелович Допуа назначен исполняющим обязанности главы администрации Чемчирского района. Указ об этом подписал сегодня президент Рауль Хаджимба. Гиви Допуа – участник Отечественной войны народа Абхазии. В разные годы занимал должности заместителя председателя комитета по репатриации, а затем и председателя комитета по репатриации. Женат, отец 3 детей. Более 15 вопросов рассмотрели сегодня депутаты на последнем заседании весенней сессии Народного собрания. Внесли изменения в Уголовный кодекс, некоторые из них в окончательном чтении. Приняли поправки в закон о гражданстве. Подробности в репортаже Ренаты Шакая. Парламентарии приняли в 3-м окончательном чтении постановление о патентной системе налогообложения. Именно этот законопроект вызвал бурное обсуждение на прошлом заседании. Большинством голосов депутаты на этот раз также одобрили постановление о внесении изменений в закон страны о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности. У нас было еще одно заседание комитетов, на котором было принято решение о включении 2 данных законопроектов в повестку дня сегодняшнюю и принятии его в 3-м и окончательном чтении. Откровенно говоря, не были внесены какие-либо там технического характера, редакционного характера изменения не были внесены. Поэтому можно сразу по порядку поставить 2 эти вопроса на голосование. Во 2-м и окончательном чтении был принят проект закона о налоге на добавленную стоимость. В 1-м чтении был принят проект закона о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства. Представляя законопроект, постоянный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что принятие данного проекта закона позволит усилить предпринимательскую активность, перераспределить финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней, а также систематизировать процесс государственной поддержки субъектов предпринимательства на основе программно-целевого расходования бюджетных средств. Самая основная норма нововведения, включенная в закон, предусматривает о том, что
будут разрабатываться государственные, как республиканские, так и местные программы, краткосрочные на 1 год и долгосрочные до 3 лет по поддержке малого и среднего бизнеса. При этом в закон включена норма о том, чтобы при формировании, после того, как закон будет, если он будет принят, после того, как он вступит в силу, чтобы на законодательном уровне закрепить финансирование не менее 3% как в республиканском бюджете, также не менее 3% местных бюджетов для реализации программ поддержки малого и среднего бизнеса. Более года назад депутат Дмитрий Дбар инициировал создание парламентской комиссии по контролю над ситуацией с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и возглавил ее. В комиссию вошли еще 8 депутатов. В итоге они представили предложение о внесении ряда изменений в некоторые законодательные акты. В частности, как отметил Дмитрий Дбар, изменения касаются ужесточения наказания за распространение наркотических средств. Если парламент примет проработанные изменения, то распространителям наркотических средств грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества. В итоге поправки к закону были приняты в первом чтении единогласно. Раньше оно предусматривало наказание лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенную должность до 3 лет. Мы исключили это, оставили сразу пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. То есть люди, которые в крупном размере группа лиц перевозят через госграницу, если будут пойманы и доказаны, то есть эта санкция будет распространяться на них. Ни в коем случае эта санкция не распространяется на обычных людей, которые употребляют наркотические средства. Это касается именно распространителей. Кроме того, депутат Дмитрий Дбар предложил создать временную депутатскую комиссию по проверке деятельности паспортно-визовой службы республики. Предложение было единогласно одобрено. Депутаты также предложили внести изменения в Уголовный кодекс с целью ужесточения наказания за ввоз наркотических средств и за вождение автомобиля под воздействием наркотиков. По таким видам преступления не может быть назначено мягкое наказание, исключается возможность применения мягкого наказания и либо замена неотбытой части наказания на более мягкое. Также запрещено в соответствии с поправками условно-досрочное освобождение, применение таких меры пресечения, как домашний арест при избрании меры пресечения. И еще один необходимый элемент новеллы данного проекта закона – это уголовная ответственность лиц, управляющих транспортным средством, автомобилем в состоянии наркотического опьянения и ранее подвергнуты административному наказанию. То есть это тоже усиливается ответственность за употребление и вождение транспортным средством как объектом повышенной опасности в виде 600 тысяч рублей штрафа с лишением права занимать определенную должность или определенное место занятия определенной деятельностью на срок до 1 года. Парламент принял постановление о внесении изменений в закон о гражданстве Республики Абхазия. Принято решение, направленное на защиту конституционных прав лиц, проживающих в Абхазии. В доработанных поправках также определен дополнительный круг лиц, имеющих право на получение абхазского гражданства. В соответствии с законом о гражданстве для лиц не абхазской национальности критерии, связанные с получением гражданства, это основные, это ценз оседлости, то есть необходимость проживания гражданина не менее 5 лет на дату принятия акта о государственной независимости от 12 октября 1999 года, а также отсутствие иного гражданства, кроме гражданства Российской Федерации. Но в процессе реализации возникли вопросы, связанные с такой категорией лиц, как несовершеннолетние, которые в период этого, с 1994 по 1999 год, не проживали фактически на территории Республики Абхазия. Ну, понятно, что по причинам, независящим от этих лиц, родители увозили этих детей и потом вернулись обратно при наличии, что один из родителей, оба родителя, один из родителей является гражданином, и само несовершеннолетнее лицо родилось на территории Республики Абхазия. Вторая категория восполняется в круг лиц, которые автоматически получат гражданство. Это, как ни странно,
но такая категория тоже выявлена. Это участники Отечественной войны народа Абхазии, родившиеся в Абхазской ССР, либо проживавшие до начала войны, до развала Советского Союза на территории Республики Абхазия, и которые стали на защиту нашей Родины, и также они без особых каких-то условий или дополнительных требований входят в круг лиц, имеющих право на автоматическое получение гражданства. На заседании сессии в первом чтении принято еще одно изменение в Уголовный кодекс страны. По мнению депутата Рауля Лула, представлявшего законопроект, в Уголовном кодексе имеется пробел, так как в нем не предусмотрена уголовная ответственность за действия, направленные против территориальной целостности Республики Абхазия из-за ведения переговоров в целях ограничения суверенитета или причинения иного вреда государственной независимости страны. Путем тайного голосования депутаты единогласно утвердили Святослава Сагария на должность председателя военного суда Абхазии. Его кандидатуру представил постоянный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Затем под государственный гимн Республики Абхазия парламентарии ушли на каникулы. Следующее заседание Народного собрания будет уже в сентябре. Рената Шакай, Тимур Гугухи, Абхазское телевидение. Сегодня же состоялось и заседание Кабинета министров Абхазии. На повестке дня было 39 вопросов, 2 из которых были отправлены на доработку. Правительство изменило ставку таможенных пошлин на вывоз ореха и приняло много других решений. Подробнее о которых расскажет Сарисмар. Заседание Кабинета министров началось с кадрового вопроса. Алмазхан Кецба назначен на должность заместителя начальника Государственной службы Абхазии по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Вице-премьер, министр финансов Абхазии Джансух Надба представил отчет об использовании средств резервного фонда Кабинета министров Абхазии за полугодие 2018 года. По его словам, общий размер принятых обязательств по резервному фонду составляет 30 миллионов 744 412 рублей. Кассовый расход по взятым обязательствам 26 миллионов 190 тысяч 183 рубля. Что касается вопроса по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности в административно-территориальных единицах, министр экономики Адгур Ардзанба отметил, что данный нормативно-правовой акт позволит местным органам государственного управления усилить работу по привлечению инвестиций, создать новые рабочие места и поддерживать частных предпринимателей. На сегодняшний день по-разному реализуется экономическая политика. То есть в каком-то там городе Сухум, условно говоря, более активная позиция, там, в Гагрском районе другая позиция. Здесь необходим унифицированный подход. Поэтому предлагается вот это постановление принять. Здесь вводится такой институт, как уполномоченный по экономическим вопросам на местах. То есть он будет отвечать за вопросы предпринимательской активности, инвестиционной деятельности на местах. Все вопросы административного воздействия, снижения этих барьеров, за эти вопросы будет нести он ответственность. В соответствии с нормативно-правовым актом на глав администрации будет возложена ответственность за работу уполномоченного лица по предпринимательской деятельности. Вопрос об утверждении порядка ведения единого государственного регистра предприятий и организаций, а также государственного регистра индивидуальных предпринимателей и тарифов за присвоение статистических идентификационных кодов был перенесен на следующее заседание Кабмина. Министр юстиции Марина Пилья подробно рассказала об утверждении порядка антикоррупционной экспертизы и проектов нормативных правовых актов. Основное содержание данного порядка заключается в определении коррупциогенных факторов, на предмет наличия или отсутствия которых мы должны будем давать заключение. Но это такие факторы, как отсутствие и неопределенность сроков принятия решения, которое может содержаться в нормативных актах, выборочное изменение объема прав, то есть предоставление в проектах нормативных актов каких-то индивидуальных льгот или предоставление определенным гражданам, либо
юрлицам дополнительных прав. Правительство одобрило изменение ставок вывозных таможенных пошлин. Законопроект, в частности, предусматривает снижение ставок пошлин за вывоз орехов в Грузию на 5 рублей. Таким образом, пошлина за вывоз килограмма очищенного ореха снижена с 15 до 10 рублей, а за орех в скорлупе с 10 до 5 рублей. Руководитель аппарата Кабинета министров Абхазии Давид Сангули объяснил, что если сегодня при экспорте в Россию килограмма ореха в скорлупе взимается 1 рубль, а с очищенного 2 рубля, то теперь независимо от того, в какую страну будет экспортироваться орех, в скорлупе он будет стоить 5 рублей за килограмм, а очищенный 10 рублей. В ходе обсуждения данного вопроса высказывались предложения о необходимости установления единой пошлины на вывоз ореха с учетом его стоимости. В свою очередь, глава администрации Галского района Тимур Надарая предложил снизить пошлину на орех до 6 и 3 рублей соответственно, так как этот сельскохозяйственный продукт значительно пострадал от мраморного клопа. Но эти предложения не были одобрены правительством. Министрами был поддержан нормативно-правовой акт о передаче прибыли 2018 года Государственного комитета Абхаз-Топ в государственный бюджет. На сегодняшний день данная сумма составляет около 80 миллионов рублей. Кабинет министров постановляет государственной компании «Абхаз-Топ» перечислить в полном объеме в республиканский бюджет прибыль от долевого участия в ООО «РН Абхазия» за 2018 год. По словам премьер-министра Абхазии Геннадия Гагуля, эти средства пойдут на ремонт дороги в районе Маяка. Асфальт будет проложен до мемориала первого президента Абхазии Владислава Арзенба. В целях реализации социально-экономической политики государства Кабинет министров утвердил перечень жизненно необходимых лекарственных средств для пенсионеров. В этот перечень вошли 89 наименований медикаментов. Как отметил министр здравоохранения Абхазии Тамас Цахнакия, фармацевтические организации будут вести журнал учета отпуска медикаментов. Более того, Министерство здравоохранения занимается созданием управления по надзору над фармацевтической деятельностью. Фармацевтическим организациям, осуществляющим свою деятельность, в том числе коммерческую, реализовывать жизненно необходимые, важнейшие лекарственные средства пенсионерам в соответствии с утвержденным перечнем по предъявлению пенсионного удостоверения ниже розничных цен на лекарственные средства стоимостью до 500 рублей, включительно на 25% и свыше 500 рублей на 20%. Организовать соответствующее введение учета лекарственных средств, выдаваемых этой категории граждан. Члены Кабинета министров приняли проект постановления, согласно которому с 1 июля текущего года ежемесячное пособие инвалидам первой группы Отечественной войны народа Абхазии и лицам, ставшим инвалидами первой группы вследствие ранений, полученных в боевых действиях при защите Республики Абхазия, составит 10 тысяч рублей. Таких получателей сегодня у нас 44, но однако инвалидов первой группы еще более 210 человек у нас. Для того, чтобы все инвалиды первой группы получали одинаковый размер пособия, мы предлагаем отменить предыдущие все решения и с 1 июля 2018 года установить всем инвалидам первой группы Отечественной войны народа Абхазии ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей. Правительство одобрило изменения в постановлениях Кабинета министров Республики Абхазия о введении в действие акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия. В положениях об аппарате Кабинета министров, о Министерстве труда, занятости и социального обеспечения, ряде других министерств и госслужб. Установлены предельная численность работников и размер ассигнований на содержание аппаратов Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.
Ушла из жизни Зоя Цуновна Авицба. В 70-х годах Зоя Авицба работала старшим экономистом статистического управления Абхазской АССР. С 1983 по 1992 годы была начальником отдела Госстата Абхазии. С августа 1992 года работала в экономической комиссии правительства Абхазии. С августа 1994 Зоя Авицба заместитель министра экономики. Начальник управления статистики Республики Абхазия, которую она возглавляла до 2014 года. Организация и налаживание статистики независимого абхазского государства – это прямая заслуга Зои Авицба и коллектива управления, которое она создала и возглавляла много лет. Распоряжением премьер-министра Геннадия Гагулия создана правительственная комиссия по организации похорон Зои Авицба, которую возглавил министр экономики Адгур Арзенба. Зоя Цуновна Авицба будет похоронена в пятницу в родовом кладбище в селе Ишера. Заслуга Зои Цуновны заключается в том, что она участвовала именно под ее руководством, происходило становление абхазской статистики уже послевоенной. Это было все сделано с нуля, когда не было никаких материалов, документов. И это очень сложный процесс. И первым этапом был выпущен первый сборник «Послевоенная Абхазия в цифрах». Начиная с 2000-х годов по сегодняшний день ежегодно выпускается такой сборник. Она сделала многое для статистики, в частности, вот еще в 2003 году была проведена первая перепись населения, которая не называлась самой переписью, а называлась опрос, но тем не менее. А затем уже в 2011 году была проведена полноценная перепись населения, которая, по мнению российских экспертов, являлась одной из лучших на территории бывшего Советского Союза. Кроме того, вот в 2000-е годы была проведена большая подготовительная работа по введению подсчета валового внутреннего продукта. Вот с 2009 года и по сегодняшний день ведется подсчет, это вот заслуга Зои Цуновны. Да, она была, вот все вспоминают, эмоциональным человеком, но эмоциональность ее выражалась в требовательности к себе и подчиненным, и требованию, чтобы работа выполнялась на достаточно высоком уровне. Я думаю, что вся та работа, которая была сделана Зоей Цуновной, она будет продолжаться и дальше. В Государственной филармонии прошел гала-концерт творческого молодежного лагеря «Трамплин», который стартовал 21 июля и завершится 2 августа. Участники лагеря живут на территории санатория МВО, где у них есть прекрасная возможность принимать участие в мастер-классах по вокалу, сценической речи, хореографии, театральному искусству. Артистическому искусству детей в лагере обучают опытные российские мастера практики. По словам организатора лагеря Сиды Хварцкие, в мастер-классах могут участвовать все жители и гости нашей страны. Проект направлен на развитие творческого потенциала детей и подростков. Лагерь «Трамплин» в Абхазии впервые. Обычно он проходит в больших городах России и даже за рубежом – в Турции, Испании, Израиле. Участники из любого региона могут приехать и выступить. Это обмен опытом и для будущих артистов всегда стимул для развития. Думаю, что нам необходимо проводить такие мероприятия, потому что очень часто работаю с детьми. Детям хочется конкуренции, детям хочется новые проекты, новые взгляды. Сейчас информационно все так работает, дети понимают, какие возможности в России, как-то хочется до них это донести. Вывозить каждый раз ребенка на большие проекты немножко сложновато. Мы решили предоставить такую возможность проводить мероприятия на своей республике. Нас поддержал в этом проекте вице-президент Республики Абхазия Виталий Викторович. Мы решили сделать такой тестовый режим, открыть, презентовать этот фестиваль и по возможности со всех регионов Абхазии взять хотя бы по несколько коллективов. У нас получилось. А сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается ночью небольшая облачность, местами возможен дождь с грозой. Днем преимущественно ясная, жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем 27-32 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.